Ассаляму алейкум, урметли сeyirciler. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Millet Telekanalının canlı efirinde açıklaf programması ve stüdyada men Левиза Сейтбилялова. Nevbetteki yarım saat devamında nevbetteki açık subjetni diqqatinizga taqdim etmege biz endi hazırmız. Şübesiz, her bir devletinin geleceği elbette ki yaşlarının kolundadır. Yaşlarının inkişafı ise bu devlet yaratkan şaraitlerge sık bağlıdır. Bu mevzuda biz bugün söhbet geçirecekmiz ve stüdyamızın bugünkü musafiri Çingiz Yakubov, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin rektoru. Çingiz Bey, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Selamun aleyküm, Левиза Ханум. Selamun aleyküm, hürmetli телезрители. Как всегда, рады вас видеть, Чингиз Бей, в нашей студии. О чем хотелось бы поговорить? Близится к завершению учебный год. Сейчас наверняка в университете такая горячая пора, скажем так, да. Конечно же, традиционно по окончанию вуза, сейчас вот перед студентами будет стоять вопрос трудоустройства. Вот что хотелось бы узнать. Каким образом вуз содействует и содействует ли вообще трудоустройству своих студентов? Ну, безусловно, университет занимается вопросами трудоустройства. Но потом я хочу сказать, содействует не только университет, этому содействует весь Крым, вся республика. Вот, к примеру, 17 мая, вот буквально на днях, на площади Ленина будет организована под патронатом Министерства образования, науки и молодежи ярмарка вакансий, где каждый потенциальный работник может со своим работодателем напрямую пообщаться, найти свой контакт, найти себя в этой жизни. Поэтому делается на самом деле очень много. И я хочу сказать, что в системе высшего образования трудоустройство один из основных критериев. То есть у нас, слава богу, в этом плане, Аллах шукур, все хорошо. Востребованы наши студенты. Даже уже где-то, наверное, анекдотом стало, что как-то ко мне обратился министр Наталья Георгиевна Гончарова, попросила у меня педагогов. Я говорю, нет вопросов, сейчас найдем. Начинаем искать, нету. Нету, так и не смогли помочь. Представляете? То есть это говорит о том, что сегодня рынок труда очень насыщенный, предложений очень много, и любой молодой человек может найти себя во всем широком спектре тех предложений, которые сегодня делает нам рынок труда. И мы в этом, безусловно, содействуем. Университет сам отслеживает ваши выпускники. Каким образом они, скажем так, прошел какой-то определенный промежуток времени, сколько процентов устроилось, сколько еще в поисках? Да, безусловно, да. Это не только отслеживает не только университет, отслеживает и Министерство образования, отслеживает и федеральные центры. Потому что это, еще раз повторяет, один из важнейших критериев, собственно говоря, для чего мы работаем. Кроме того, в эти критерии входит и не только трудоустройство, а еще отслеживание нашего выпускника на протяжении 3 лет, получение отзывов от работодателя, насколько он, интегрирован, когда он уже полностью интегрирован в рабочий процесс, на этом все заканчивается. Но в целом, конечно, это очень важный аспект, которому мы придаем очень большое внимание. Какие отзывы бывают? Знаете, у меня на столе, наверное, очень огромная папка отзывов от работодателей, потому что это очень важно, мы их предоставляем. Слава богу, ни одного негативного отзыва, просят еще. Особенно приятно это слышать от школ, особенно приятно слышать от системы образования и, конечно, промышленных производственных предприятий. Но сегодня это наш конек, на который мы, в принципе, ориентируем весь наш учебный процесс. То есть педагогика и инженерия – это два основных, если рассматривать с точки зрения трудоустройства, фактора, которые мы, на мой взгляд, может быть, успешно, но продвигаем. Сейчас пройдет череда выпускных вечеров, защиты дипломов и так далее. Часть выпускников, конечно же, пойдет работать, часть остается в университете, да, продолжать обучение. Много ли тех, кто собирается дальше продолжать обучаться в вузе? Да, спасибо за ваш вопрос, Левиза. Действительно, сама российская система высшего образования, она открывает очень интересные возможности для обучающихся, для студентов. А именно, высшая система высшего образования состоит из 3 этапов. Это бакалавриат, магистратура, аспирантура. По окончании бакалавриата любой из студентов может выбрать любое направление подготовки, даже если оно не соответствует тому, которое он окончил. И, к примеру, если ты учился на истории, при условии, если ты сдал вступительные экзамены, и у тебя есть к этому определенное стремление, ты можешь поступать даже на это очень настроение. важный момент.
И в дальнейшем это второй уровень магистратура. На третий уровень это уже аспирантура, которая также поступается, ведется учебный процесс, по окончании которого, после сдачи выпускной квалификационной работы, то есть защита диплома, выдается диплом государственного образца. Вот. Хочу отметить, что в нашем вузе очень интересная ситуация. Практически много ребят у нас остаются в магистратуре. Ну, есть желание учиться. Вообще вот у нашего народа, да и вообще у крымской молодежи почему-то какое-то вот огромное желание получать знания. И в аспирантуре то же самое. Везде конкурсы. Так, и хочу отметить, что многие, которые поступали к нам в вуз когда-то, сегодня уже имеют степень доктора наук, степень кандидата наук. И таких, конечно, кадров мы оставляем в нашем университете, потому что это наши дети, они выросли в этой среде, они действительно любят университет, и всем своим духом, всем своими знаниями они хотят принести пользу нашему университету. Естественно, идет естественный отбор, и мы стараемся, безусловно, таких ребят, таких специалистов оставлять. Сегодня заведуют кафедрами, ведут активную научную работу, имеют уже своих учеников, своих аспирантов, которые защитились. Ну, поэтому считаю, что это совершенно правильная такая диалектика. Это естественный процесс, да. Чингизбек, ну вот как в целом сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете развивается вот именно научная деятельность? Вы знаете, достаточно активно. Опять-таки, может быть, повторюсь, но если брать в сравнение вот украинский период и Российскую Федерацию, ну, страна огромная, возможностей очень много, и предоставляется огромная возможность как уже для зрелых ученых, будем говорить, маститых. Это Российский фонд, к примеру, фундаментальных исследований. Мы постоянно подаем туда проекты, какие-то выигрываем, какие-то, может быть, будем выигрывать в следующем году. Президентские фонды всевозможные. Огромное количество различных научных фондов. Вот. То есть это для серьезных ученых. Для молодежи делается еще больше. Это как и на уровне республики. То есть мы знаем, есть и стипендии Гаспринского, и стипендии Совета Министров, и много других уже сегодня вот новых фондов открывается, в том числе и молодежных. Вот. И вот в целом, вот в таком вот тандеме, в таком симбиозе, зачастую те ученые, которые серьезно занимаются фундаментальными исследованиями, они привлекают молодых аспирантов к этим работам, и они вот в такой совместной работе получают достаточно интересный результат. Но практически во всех направлениях у нас ведется эта работа, но сегодня ставится задача на активизацию этой деятельности. То есть, естественно, количество проектов должно расти. Университет должен быть самодостаточным, должен быть востребованным. Ставятся задачи на то, чтобы мы обеспечивали, в частности, вот в инженерном направлении, очень тесную связь с промышленными предприятиями Крыма. И в условиях хоздоговоров ввели у нас 3 научно-образовательных центра, один научно-исследовательский институт. Все это такие научные образования, которые позволяют сегодня вести очень активную научную деятельность, которая даже где-то не перекликается с учебным процессом, а занимаются исключительно наукой, исключительно научно-исследовательской деятельностью и получением конкретного результата, который в целом будет повышать, естественно, давать экономический эффект в том числе. Ну вот и к слову о стипендиях, вот вы начали говорить, действительно вот практика именно стипендий, вот этих вот специальных, это очень хороший стимул для студентов, согласитесь? Безусловно. Вот много ли студентов КИПУ ежегодно получают стипендии, вот, будь то имени Исмаила Гаспринского, Совета Министров и так далее? Ну я вот получил книжечку от Госсовета, там присылается, кому присвоено. Было очень приятно, когда я открыл, там стипендии имени Гаспринского. Все студенты нашего университета. Все. Поэтому ребята стараются, действительно, вы знаете, я могу гордиться нашей молодежью, потому что ну, настолько уникальны, и потенциал их до конца ведь еще не раскрыт. Ведь очень много ребят, которые, вот я бы хотел сказать, знаете, словами, то ли Сухомлинский это говорил, то ли Ребле, сейчас я не помню, но студент — это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. И чтобы этот факел зажечь, сам педагог при этом должен гореть. Тогда у нас все получится. А людей, которые горят наукой, горят образованием, сегодня в нашем университете
Аллаха шукур, очень много. Это самое главное. Но, Чингизбек, наряду вот именно с научной деятельностью нужно отметить, что студенты КИПУ, безусловно, занимают очень активную позицию в общественной жизни нашего полуострова. Да. Вот, к примеру, волонтерский центр КИПУ – это гордость добровольческого движения региона. Расскажите подробнее, да, вот об этом центре и, собственно, в каких проектах участвуют ребята? Ну, у нас действительно есть волонтерский центр КИПУ. У нас вообще там столько объединений всевозможных молодежных, что я уже начинаю где-то там уже и путаться среди них. Но они как-то все это систематизировали. И у нас, значит, там и волонтеры Победы, и вот РСО Вика Мухтарова у нас это дело возглавляет. Они совместно с КФУ проводят ряд проектов. Значит, у них и в Якутии был слет, и в этом году у них в Ростове будет слет. Выполняют огромное, у них там, они мне рассказывали, есть какой-то один особый день, когда они работают и всю эту зарплату перечисляют, например, на строительство там, там дома престарелых, к примеру, и на какие-то вот такие благотворительные проекты. Я считаю, это замечательная традиция, замечательная молодежь, которой можно гордиться. Ну и в целом у нас как-то молодежь очень... Они вот в последнее время, я смотрю, объединяются, даже вот на День Победы, ну как-то от заявленного количества, вот как-то мы заявляли, вышло такое количество студентов, что я даже не ожидал, честно говоря. Потому что, ну, действительно, ребята очень сознательные и не безразличны. Не судьба, прежде всего, не своя собственная судьба, не судьба университета и, конечно же, судьба Республики Крым. Потому что все действительно хотят внести какой-то особый вклад, кирпичик по кирпичику, в становление нашего общего дома. Ну, хотелось бы еще про абитуриентов поговорить. Близится вступительная кампания. Вот что хотелось бы узнать. Вы как ректор одного из ведущих вузов республики, вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день абитуриент каким критериям должен соответствовать, чтобы попасть в университет? И, собственно, сам университет какими критериями должен обладать? Университет нового образца, скажем так. Какой он должен быть? Ну, знаете, если говорить о нашем университете, университет, по сути, это большая семья. Конечно. То есть, прежде всего, молодой человек, он должен стать нашим. Он должен понимать, куда он поступает, и должен стать членом нашей большой, многонациональной, очень дружной семьи. Ну, в семье всякое бывает, вы знаете, могут там из-за чего-то там поссориться, поругаться, но никогда вот каких-то таких принципиальных конфликтов у нас, слава Аллаху шукур, еще раз повторяю, не возникает. Поэтому прежде всего он должен быть нашим, он должен любить университет, должен понимать, где он учится. И вот это основные критерии. Ну, я же не говорю банальные вещи, что должен иметь там знания, компетенции, квалификации и так далее и тому подобное. Это само собой. Но главное – это любовь к тому университету. Каким должен быть университет? Университет должен быть просто-напросто для этих ребят альма-матер. Альма-матер. И делать все для того, чтобы те ребята, которые стали членами нашей большой семьи, выросли и, как говорится, как птенцы вылетели уже из нашего гнезда, нашли себя, и мы гордились их успехами. И у нас очень часто практикуется, что выпускники прошлых лет приезжают в наш университет, во-первых, они уже являются и работодателями, в том числе, организуют всевозможные конкурсы, в общем, не теряют связь с университетом практически никогда. Находясь и за рубежом, и за границей, мы все время с ними взаимодействуем и, в принципе, как говорится, очень этому рады. Ну, сегодня в стране огромное количество вузов, и вот буквально можно войти в интернет и ознакомиться со всем, с чем хочешь. Ну, что касается Крыма, в Крыму для самого требовательного студента созданы ли все условия и, собственно, учтены ли запросы абитуриентов на высшее и среднее образование? Очень-очень хороший, глубокий вопрос. Ну, у нас, во-первых, есть, отдаю должное, Крымский федеральный университет. Это действительно федеральный вуз. Это старейший вуз, да. Да, старейший вуз с серьезными традициями, с хорошей, очень поставленной фундаментальной наукой, с различными центрами научными. Действительно, есть мы, наверное, я не знаю, какие мы там по счету, но вот есть мы. Поэтому условия, конечно же, всегда хочется, чтобы было лучше. Но, на мой взгляд, вот, в частности, за последние годы, может быть, мы сегодня не видим тех результатов, потому что в науке, в образовании не бывает быстрых эффектов. Все это имеет
характер, некого такой накопительный характер, и в конечном итоге выдает очень хороший результат. Даже на примере нашего университета мы видим, какое внимание сегодня придается и со стороны республики, и со стороны Министерства образования, и лично глава республики принимает участие. И спасибо большое нашему председателю попечительского совета Руслану Исмаиловичу. Тоже постоянно он все свои проекты проводит через наш ученый совет. Вот поэтому в этом плане я считаю, что условия, если не созданы, то динамика по формированию таких условий, безусловно, есть. Конечно, есть проблема, что многие талантливые дети, в частности, вот мы активно очень сотрудничаем с Малой академией наук «Искатель», там действительно одаренные ребята. И Крымская земля богата талантами. Но зачастую они уезжают либо в Москву, либо в Питер в поисках тех возможностей, которые им предоставляют вот эти большие города. Но убежден, что если мы будем продолжать теми темпами, которые сейчас у нас есть, потому что вы поймите, что ведь у Министерства образования очень много вопросов. Это детские сады, это школы, это система, как вы сказали правильно, СПО, среднего профессионального образования, и это высшая школа. То есть, насколько я сейчас смотрю, идет вот такое поэтапное развитие. Сейчас очень серьезно занимаются и школами, и так далее. Я вот бываю в школах, порой завидую, что у нас такого нет, что есть в сегодняшних школах. То есть для школьников создаются условия. Для высшего образования, конечно, это более финансово емкий, требует большего финансирования высшая школа, но результат от этого, естественно, будет больше. Но надо действовать поэтапно, и убежден, что и высшая школа, и средняя школа, и СПО в целом будут отвечать тем критериям, высоким мировым критериям, которые сегодня есть в мире. Но если брать вот базовые знания, вы знаете, я вот был там в Германии работал и так далее. Если взять в сравнение, то теоретическая фундаментальная подготовка, как в наших школах, как в университетах, наверное, это где-то еще вот отголоски той советской школы, она, безусловно, есть. И это наша гордость, потому что теория у нас очень серьезная. Не хватает практики, не хватает материально-технического обеспечения, это ни для кого не секрет. Но сегодня действительно очень много делается для того, чтобы обеспечить это. И вот это сочетание теории и практики, безусловно, даст очень серьезный результат, в том числе для нашей экономики, экономики всей страны в целом. Ну, вот какой момент хотелось бы с вами еще обсудить. Из сопредельных государств, к сожалению, вот нашим крымским студентам путем различных СМИ навязывают, скажем так, американскую мечту, да? То есть говорят даже о том, что создаются специальные квоты для крымчан. Знаем, что на Украине даже существует свой Таврический национальный университет имени Вернадского, да? Вот по факту единицы, да, которые все-таки решили, скажем так, связать свою судьбу с сопредельными государствами, они разочарованы. Вот скажите, пожалуйста, расскажите вот об этой угрозе американской мечты и о перспективах для талантливой молодежи в Крыму. Ну, что касается, значит, перспектив обучения на Украине. Ну, вот первое. Выпускники, я не знаю, выпускники сегодня получают ли украинский паспорт или нет. Так? То есть вопрос гражданства. То есть я убежден, что те абитуриенты, которые закончили школу в этом году, они уже не будут получать паспорт Украины. Так? То есть с этим вопрос закрыт. Вообще, вот, если говорить так откровенно, то если Бог хочет кого-то наказать, он решает его разумом. Если, значит, государство хочет быть конкурентоспособным, она теряет мозги. Мозги — это молодежь. Естественно, конечно, государство должно работать в этом направлении, и утечки мозгов быть не должно. Вместе с тем, посмотрим на ситуацию в Украине. Открыт визовый режим. Ну, общаясь с коллегами, так мы недавно как-то общались, приезжал профессор с Киева, Киевский политехнический университет. В свое время там было 45 тысяч студентов. 45 тысяч студентов, вуз номер 1 в Украине. Сегодня количество студентов сократилось до 25. То есть идет очень мощный отток молодежи. Это ведь человеческий капитал. Это самый важный капитал, который может быть
идет отток в Польшу, в Германию и так далее, в Европу. Естественно, образуется вакуум. То есть нехватка контингента, идет сокращение как преподавательского состава, так сокращение, значит, студентов. И поэтому, вы знаете, ну, наша молодежь — это не какой-то, значит, там кирпич, которым можно заткнуть какую-то вакансию или какую-то, решать какие-то проблемы. Так, поэтому сегодня, а если взять, к примеру, Российскую Федерацию, открывается ведь возможность, и мы эту возможность очень успешно реализуем. Вот к нам из Бауманки должны приехать в июне ребята по академическому обмену, по привлечению профессуры. Ведь традиционно российская высшая школа — это одна из сильнейших школ мира. Вы посмотрите, сколько лауреатов Нобелевских премий, сколько выдающихся ученых. Первый человек полетел в космос, Королев, Гагарин и так далее. То есть традиции огромные. И сегодняшняя наука делает очень большой прорыв фундаментальных исследований, российская наука. Поэтому вот была встреча и с председателем, президентом Российской академии наук Сергеевым был здесь. Крым сегодня насыщен очень серьезными вопросами научного характера, которые кто, как не наша молодежь, будет решать. И вы знаете, от добра добра не ищут. Я сегодня не вижу никаких оснований для того, чтобы покидать прекрасный регион Крым, чтобы ехать, значит, на Украину и получать там образование. Да и вообще, ну, вы знаете, запретить мы не можем. Хотят ехать, как говорится, пусть едут. Но меня порой вызывает такое умиление, когда молодой человек, ну, будем говорить, есть талантливые ребята, есть не очень талантливые, только учитывая то, что его диплом признается где-то, может быть, в Европе, но не все украинские вузы, поверьте мне, признают дипломы. Европа признает не все дипломы украинских вузов. Значит, только ради того, что он признается, едет туда. Европе не нужны дипломы, тем более украинские, поверьте мне. Европе нужны знания и талант. Если человек имеет знания и талант, он будет востребован везде. А прежде всего, я считаю, что востребован этот человек должен быть у себя на родине. Потому что здесь его семья, здесь его друзья, здесь его традиции. Поэтому я считаю, что ребята, прежде чем делать такой шаг, должны очень хорошо подумать над своим будущим. У нас немного времени остается, Чингизбей, но не могу не спросить, вот, как говорится, вот где родился, там и пригодился, да, вот такая пословица приходит на ум. Вот ваш университет какую работу проводит в части того, чтобы привлекать именно таланты, талантливую молодежь в стены вуза? И, собственно, вот каким образом педагогический состав влияет на самореализацию молодого человека в период обучения именно? Ну, действительно, кадры решают все, делаем все для того, чтобы привлекать ребят. У нас и День открытых дверей проводится, и постоянно проводим профориентационную работу, масса вот таких формальных вещей. Но главное, это та среда, которая в нашем университете сегодня есть. Среда, ну, знаете, такого межнациональной гармонии, согласия. Ребята действительно с друг другом общаются. Обогащение культуры идет. Вот у нас девочка, например, Тамила, фамилию не помню, русская девочка, победила в конкурсе «Ислам, религия мира и добра». У нас, например, по русскому языку в Олимпиаде выигрывает крымская татарка. У нас читают там стихи других национальностей на крымско-татарском языке. Вот так вот мы и живем. То есть самое главное — это среда. И вот кадры решают все. Все-таки мы хотим, чтобы о наших ребятах так отзывались наши работодатели. Потому что действительно, ну, ребята у нас достойные, и мы будем делать все для того, чтобы они нашли себя в жизни и прославляли имя нашего университета. Да и в целом Крым. Чингизбей, çok sağ olunuz за интересную беседу. Sizge ve üniversitetke elbette Allah'a getirsin. Bütün işlerinizde muvaffakiyetler olsun. Sağ olunuz. Bugün stüdyamızda musafir olganımız için. Sağ olunuz. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Урметлі сүйерчілер, мен сихатырлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Крым Mühendislik Pedagogika университетінің ректоры Чингиз Якубов олды. Açıklar программасы бөлеліктен сонына келді. Көрішмек үзірем. Саулықпен қалыңыз.